25 апреля планируется проведение ежегодной международной исторической акции «Диктант Победы». На оффлайн-площадках его напишут более чем в 80 странах мира. Тест можно будет пройти в школах, вузах, колледжах, ряде музеев, на площадках силовых структур и партнерских организаций. Поэтому уже сейчас важно уделить внимание всем нюансам и решить вопросы, связанные с подготовкой исторического диктанта. Вы знаете, это год 80-летия Победы, год защитники Отечества. Вот планируется примерно более 3500 человек будут участвовать на 70 площадках, где мы будем проводить эти мероприятия. Мы надеемся, что секретари наших местных партийных организаций этот вопрос не упустят, будут на постоянном контроле и на месте будут проводить серьезную работу. Поэтому люди должны быть, как на праздник, туда приходить. Основная цель диктанта Победы – увековечить память о подвигах наших предков, участников Великой Отечественной войны и сохранить историческую правду о событиях тех лет. Акция также направлена на воспитание патриотизма и любви к родине у молодого поколения. В Республике Ингушетия планируется провести акцию на 70 площадках, 8 из которых у нас признаны уникальными. Это у нас Ингушский кадетский корпус, Ингушский государственный университет, мемориальный комплекс памяти и славы, Дом юной армии, пожарно-спасательный колледж, соответственно, Северокавказский топливно-энергетический колледж имени Цурова, 4-я школа Служеская имени Калиматова и Ингушский государственный музей краеведения. Основной площадкой проведения акции станет Ингушский государственный университет. В этом году, уважаемые коллеги, как мы все с вами знаем, делается особенный акцент на проведение данной акции, так как 2025 год президента страны утвержден годом защитника Отечества, а также является годом 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Также диктант Победы у нас будет писаться на 5 закрытых федеральных площадках. Это у нас площадка Министерства обороны, МЧС Республики Ингушетия, Росгвардии, Почты России и МВД. Региональный исполнительный комитет в ходе заседания решил организовать работу всех зарегистрированных региональных площадок в соответствии с положением о международном диктанте, утвержденного решением Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Далее оргкомитет в рамках подготовки и проведения акций вынес второе решение, а именно о проведении ряда акций, приуроченных к этому дню. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 70 площадок. Эти площадки, это часть из которых, здесь правильно обозначали, это уникальные площадки, те площадки, на которых планируется участие наиболее медийных людей, лидеров общественного мнения, желательно участие представителей молодой гвардии, юной армии, представителей кадетского корпуса, движения первых, религиозных деятелей, участие в специальной военной операции, при наличии возможности участия в Великой Отечественной и так далее. То есть это все те люди, которые трудились во благо интересов страны, региона. Важно отметить, что диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны и повышения исторической грамотности. Адам Мережков, Акрамат Доскоев, Магаз 24.